И буквально в эти минуты на сцене Татарского театра оперы и балета премьера «Севильский цирюльник». Именно этой новой постановкой накануне открылся 32-й международный фестиваль имени Федора Шаляпина. Севильского цирюльника в Казани поставили всего за 2 недели. Кстати, именно за такой срок короткий Россини создал свой шедевр. Режиссер-постановщик Юрий Александров, художник Виктор Герасименко и дирижер Марко Боэми этот же творческий состав в прошлом году представил зрителям Шаляпинского премьеру «Аиды». «Севильский цирюльник» публику удивил, рассмешил и заставил аплодировать стоя. С открытия Шаляпинского фестиваля репортаж Полины Кострицкой. Вот так с открытия огромного ящика на сцене открылся в этом году Шаляпинский фестиваль. А внутри чего только нет. Лестницы, пальмы, балконы, герои, порой красочные, словно куклы. Ящиком Пандоры необычную декорацию назвал режиссер-постановщик Юрий Александров, который, несмотря на точное исследование либретто, умудрился достать из этого ящика и вполне современные реалии. Это своего рода фантазия на тему Севильского цирюльника. Опера буффа и театр абсурда, эклектика времени и стилей и, конечно, юмор. Плакать человек научился больше, чем смеяться, к сожалению. Поэтому мы, конечно, думали об этом, и нам хотелось, чтобы публика отдохнула, чтобы она улыбнулась на этом спектакле. И опять же, где-то нам было очень весело. Вот я хочу, чтобы это веселье передалось на публике. Режиссер-постановщик Юрий Александров, художник Виктор Герасименко и дирижер Марко Боэми. Это же творческое трио на прошлом Шаляпинском фестивале представило публике «Аиду». Севильского цирюльника поставили в Казани всего за 2 недели. Кстати, именно за такой короткий срок Джоаккино Россини и создал свой шедевр, в котором в роли Дона Базилио блистал сам Федор Шаляпин. Один из тогдашних признанных музыкальных критиков, Яков Львов, написал: Пушкин, который советовал в грустную минуту откупорить шампанского бутылку и перечесть «Женитьбу Фигаро», в наше время прибавил бы 3-й совет – посмотреть Шаляпина в Севильском цирюльнике. По традиции Шаляпинский фестиваль радует публику лучшими оперными голосами со всего мира. «Фигаро» в 2 премьерных спектаклях 2 и 3 февраля исполняют солисты Мариинского театра Владимир Мороз и Виктор Коротич. Таково первое появление «Фигаро» на сцене. Я вообще стараюсь своего Фигаро переносить из одной постановки в другую, как бы в главной своей сущности. То, что он осмышленный парень такой. Публике в течение 2 дней предстанут и 2 Розины – Виктория Яровая и Ольга Пудова. Розина в новой постановке порой, если не стерва, то точно девушка современная. Удовольствие просто постоять на этой сцене, поучаствовать в фестивале, который носит такое имя знаменитое, Федора Шаляпина. И чисто музыкально я получаю безумное удовольствие, потому что оркестр играет потрясающе, хор поет потрясающе, и ты чувствуешь себя на каком-то очень хорошем, высоком уровне. Шаляпинский фестиваль в этом году посвящен 140-летию Казанской оперы. Говорят, что в позапрошлом веке в Казани жаждущие попасть в оперу разнесли деревянную театральную будку. Билеты на фестиваль и в этом году, как обычно, раскупили в первые часы продаж. Их счастливых обладателей ждут еще 8 спектаклей и 2 гала-концерта. Полина Кострицкая, Айрат Мухамедзянов, столица.